без погрешностей. Итак, я рада приветствовать вас на вебинаре, который проводит Коми Республиканский институт развития образования для сотрудников библиотек. Тема нашего вебинара сегодня – школьная библиотека, трансформация деятельности. Вести вебинар буду я, Рочева Елена Владимировна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми регионального института развития образования. Повестка сегодняшней нашей с вами встречи, вопросы, которые мы обсудим, это деятельность школьных библиотек в условиях дистанционного формата образования. Тема очень интересная. Я вам дам интересную информацию, которую получила на вебинарах, которые проводит методический отдел информационного центра библиотека имени Ушинского. Кто заходил и участвовал в этих вебинарах, замечательно. Вы можете рассказать всем другим. Кто не заходил, я сегодня познакомлю с ними. И вы узнаете много интересного. Вторым вопросом у нас с вами итоги республиканского конкурса «Методическая разработка библиотекаря». Вы услышите несколько советов экспертов. И третьим вопросом – проведение мониторинга сотрудников библиотек Республики Коми. Переходим к первому вопросу. Итак, если мы зайдем с вами на сайт Федерального информационно-методического центра библиотеки имени Ушинского, то во вкладке «Мероприятия» я вам выделила кружочком красным, найдем раздел «Вебинары». На экране вы сейчас видите отмеченным овалами и кругом эти названия. Когда вы зайдете на вебинары, то увидите все названия вебинаров, которые проводят методисты этого центра. Сегодня я расскажу вам, проведу анализ, остановлюсь на двух из них подробнее. Итак, вебинар «Трансформация деятельности библиотеки при переходе школы на дистанционное обучение». Этот вебинар проходил уже 7 апреля. Центр информационный сработал очень быстро. Этот вебинар раскрывает суть работы библиотекаря на дистанционном обучении. Вебинар очень интересный. И сразу хочу сказать, все вебинары есть в записи, поэтому, когда вы выходите на само название вебинара, у вас появляется вот такая страница. Посмотреть вебинар в записи можно, нажав на треугольник. Скачать презентацию можно, нажав на ее название внизу страницы. Итак, цель данного вебинара – рассмотреть перспективы деятельности школьных библиотек в условиях дистанционного формата образования. Что можно делать дома, чем можно заниматься. Очень интересно представила свою информацию модератор, автор, библиотекарь Московской школы. Рассказывает она об информационно-методической поддержке педагогов, учеников, родителей. В своей презентации представляет название сайтов, ссылки на всевозможные материалы. Очень много у нее различных ссылок. Она рассказывает суть работы каждого сайта. Самым интересным был момент, когда библиотекарь выделила вопрос информационной поддержки педагогов. Именно библиотекари, а не учителя информатики, должны показывать учителям и учить их работать с цифровыми инструментами. Да, уважаемые наши, на вас возложили очень много
м, как скажем это, да, э, надеяться на вас, что вы очень многому научите как учащихся, так и учителей. И посмотрите, пожалуйста, если в скайпе кто-то из вас работает и знает, в зуме, то Discord– это другая программа, не менее интересная, для работы с классом. Посмотрите, поинтересуйтесь, даны ссылки, они все рабочие. Ссылки рабочие можно взять из презентации. Да, я вам говорила, где взять эту презентацию. Очень интересный материал. И в конце своего выступления, естественно, затронули культурный досуг. Это всевозможные конкурсы, игры, викторины. Не то, чтобы дети в них участвовали, а плюс то, что дети сами могут это сделать. Составить викторину и пригласить друзей, участвовать в каком-то марафоне, составлять вопросы к какой-либо игре. Все это возможно. И опять, кто этому учит? Да, библиотекарь дает ссылки, рассказывает, как это сделать и консультирует. Учиться никогда не поздно, говорит модератор этого вебинара и предлагает вам очень интересные книги. 33 совета по применению в библиотеке интернета и методика дистанционного обучения. Эти книги, я посмотрела, есть в интернете в открытом доступе, в PDF-формате. Их можно скачивать, их можно просто читать, знакомиться. Я думаю, что сейчас, возможно, у кого-то есть время для самостоятельного изучения этих книг. Итак, я вас познакомила кратко, это было очень кратко, о вебинаре, который проводила библиотекарь Московской школы. Не поленитесь, зайдите, очень много полезных ссылок она дает. И что интересно, в конце своего выступления помощь педагогам, как она оказывает, очень хорошие советы. Есть телефон, есть электронная почта, куда ей можно написать и спросить у нее. Исследовательских проектов. Да, тема звучит длинная, много слов интересных. Если совсем коротко, то это практикум по работе на платформе Global Lab. Модератором выступал представитель платформы. Здесь я была просто в восторге от того, какую информацию она дала. Давайте сначала разберемся, что это такое, и потом вы поймете, в чем ее интерес. Итак, цель этого вебинара– обсудить, как организовать удаленное взаимодействие с детьми, осуществлять исследовательскую проектную деятельность и рассмотреть, что такое онлайн-квесты. Чем полезен и важен этот вебинар? В первой половине автор дает, модератор, примеры проектов, рассказывает их суть. Во второй части она дает полностью практический материал, как это делать вам самим, как вы этому можете научить своих подопечных. Итак, что такое Global Lab? Это онлайн-сообщество для научно-исследовательских проектов, в котором более 240 тысяч участников, зарегистрированных на этой площадке из 60 стран мира. Да, это международная площадка, в Извините, которой пожалуйста, сейчас 2500 уже пропал звук готовых от вас. проектов Вас не слышу. Вот сейчас нормально, да. Продолжайте вы там секунду. и 10. около 9500 идей для проектов. Это очень интересно.
на самом деле. Что же эта платформа может предложить для библиотекарей? Итак, дневник читателя и проекты энциклопедии. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Тут написали, пропал звук. Меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсики, чтобы понимать, дальше идти нам или нет. Елена Владимировна, от вас пропадает звук. Так, я Видите, говорю, пожалуйста, вы чтобы ваша иконка проверяете, в вашем звук есть или изображении нет, была, то есть у вас может чтобы слабое нам понимать, подключение к интернету, от двигаемся вас мы пропадает дальше или звук. не Вернитесь двигаемся. чуть-чуть там, на один слайд назад, пропадал Звука звук, нет. На и, какой возможно, не странице мы с вами услышали слушатели. остановились? Так, что делать будем? Елена Владимировна. Давайте я попробую медленнее говорить. Вы напишите, слышно меня или нет. Итак, я продолжу. Дальше будет понятно, кто меня Елена слышит Владимировна, и как слышит. Пишите, пожалуйста, вы в меня чат. слышите? Итак, какие же решения есть на платформе Global Lab для библиотекарей? Дневник читателя и проекты энциклопедии. Есть база готовых исследовательских проектов с тематическим рубрикатором. Есть готовые курсы и кружки для организации внеурочной деятельности. Что у нас со звуком? У меня все хорошо. Нам сейчас попробуют помочь исправить техническую неполадку, и мы с вами продолжим дальше. Итак, я думаю, что меня слышно. Продолжим дальше наш вебинар. Что предлагает платформа Global Lab? Итак, это конкурсы, награды, сертификаты самым активным участникам и возможность создавать свои проекты и вести мониторинг. Платформа очень интересная. Итак, если мы посмотрим некоторые проекты, я вам хочу рассказать о некоторых из них. Это дневник читателя. Вы его сейчас видите на экране так, как он представлен на самой платформе. Дневник читателя. Если мы нажимаем на него, на этот проект, что он нам дает? Здесь ребята читают произведения. Им предлагается заполнить анкету читателя, выполнить несколько творческих заданий, например, нарисовать рисунок после прочтения книги. И здесь же в дневнике читателя сам читатель предлагает другим ответить на несколько вопросов. Итогом этого проекта становится, это вот одна из страниц галереи иллюстраций. Как Кузька хотел взрослым быть, значит, по, я так понимаю, эпизодам этой книги пример приведен. Вот. И итогом этого действия, прочтения книг, каждые 2 недели подводится итог проекта этого, и выходит плакат с названиями произведений. Чем крупнее слово, название текста, произведения, тем больше человек читали это произведение. Посмотрите, «Волшебник изумрудного города» самым читаемым был в один из периодов. Дальше «Сказка о рыбаке и рыбке», «Капитанская дочка». И в другое время «Капитанская дочка» вышла на первое место. Этим произведением заинтересовались другие ребята, взяли читать. Таким образом, уже в другой период времени
крупными буквами это название произведения стало написано на плакате. Это я вам рассказала совсем коротко о проекте «Дневник читателя». Дальше хочу с вами поделиться следующим проектом. Это для более старших детей литературная география. Вопрос возникает очень интересный, но для понимания. Здесь ребята описывают место, которое указано в художественной литературе. Это очень интересная исследовательская работа, где полностью предлагается алгоритм ее выполнения, ее исследования. Исследовать можно дом, улицу, площадь, фонтан, сквер, парк, все, о чем вы хотите рассказать. Дальше. Для этого нужен только фотоаппарат, книги, журналы. Вот. И здесь ребята собирают материал об одном и том же месте, но из разных источников. Таким образом, когда вы открываете информацию об одном, например, памятнике, вы можете увидеть множество фотографий того места. Вы увидите на карте, где этот памятник, где это место находится. Ну и, естественно, впечатления ребят, рассказы ребят, достоверная информация, которую ребята подготовили именно об этом месте. Проект очень интересный, работ здесь и мест обозначено очень много, есть что почитать и о чем узнать. Не менее интересны это квесты, совместное исследование детей, родителей, учителей. Квесты, как вы знаете, сейчас самые актуальные, детям очень интересны тем, что там очень интересно собирать информацию. Надо самим узнавать, добывать, а потом еще уметь ее и преподнести, эту информацию. Что интересно, что на этой платформе квесты уже готовые есть. То есть вы можете выбрать тему и пройти квест как индивидуально, так и группой ребят. Представлен здесь набор материалов. Дальше есть яркие рабочие журналы и игры. Можно проводить как на пришкольной территории, как в летнем лагере, так и вокруг своего дома. Очень интересные квесты. Материалы все готовые. Вам только брать, использовать и действовать. Конечно же, в любой работе нужен результат деятельности. Здесь всегда записывается результат в разных вариантах, будь то плакат, рисунок, какая-то творческая работа. И я просто наугад выбрала отзыв участников, где они пишут, что узнали об этой летней экспедиции на платформе Global Lab, решили принять в ней участие вместе с детьми. Моим ребятам понравилось выполнять задания. И пусть не все этапы мы прошли, но получили большое удовлетворение от работы над проектом. И у вас есть время присоединиться к летней экспедиции, выбрав свой маршрут. Это пишут отзывы участники, которые уже использовали эту программу, эти квесты и выполнили несколько заданий. Интересно, увлекательно. Ну, честно признаюсь, когда я зашла на эту платформу просто посмотреть,
что она из себя представляет. Прошло часа, наверное, 2 или 3, когда я из нее вышла. Интересно настолько, что вы не можете себе это представить даже. Важный момент еще вот что. Платформа абсолютно бесплатная. Могут принимать участие как дети, выставлять свои проекты, так и взрослые, педагоги. Дальше. Всего лишь надо пройти регистрацию. Очень просто это сделать. И поддержка со стороны методистов и организаторов этой платформы. Да, они помогают в сопровождении проектов. Могут вернуть работу на доработку, могут подсказать, как доделать, могут подсказать идеи. Очень интересная платформа. И как вы видите, на ваш суд вынесли то, чем могут пользоваться библиотекари. Это я вам рассказала совсем, я не знаю, даже 1/10, наверное, часть всей той презентации, которая была представлена на вебинаре. Напомню, что посмотреть полностью вебинар можно на сайте ФМЦ, Федерального центра, в разделе «Вебинары», где в первой половине модератор показывает и дает понять, что это такое, что из себя представляет платформа. И во второй части она учит, как это делать, где какие кнопки, как работают. Ну и еще об одном вебинаре я вам хочу сказать буквально несколько слов. Хэштеги в библиотеке. Этот вебинар проводил очень хороший педагог, интересный библиотекарь, мастер своего дела. Там работа в основном для старшеклассников. Вы знаете, что такое хэштеги. Кто не знает, познакомьтесь, что это такое. И там в основном для ребят 9-11 классов, кто готовится писать сочинения. Я не буду подробно останавливаться, это очень узкое направление. Кому эта тема интересна, сейчас на странице вы видите, где можно найти эти вебинары. Еще раз напомню, да, на Федеральном информационно-методическом центре, на их сайте, в разделе мероприятий есть раздел «Вебинары». Когда вы открываете, там все есть. И презентации, и записи вебинаров. Вот на этой центральной странице сайта, где вы сейчас видите картинку, есть реклама, анонс тех вебинаров, которые еще будут. Следите за информацией, подключайтесь и смотрите вебинары онлайн. Кто не сможет из-за большого количества участников участвовать онлайн, через 2-3 дня в зале вебинары появляется информация в записи. Поэтому чуть позже, но вы все равно можете посмотреть от начала до конца и получить всю информацию. Ожидается сейчас 30 числа вебинар. Можно подключаться, смотреть, слушать, писать в чате, узнавать много интересного. Это был первый вопрос нашего с вами вебинара. Я дала вам провела краткий анализ тех вебинаров, на которых я сама присутствовала как участник онлайн. Кого заинтересовал материал, заходите, интересуйтесь, узнавайте. Если кто-то узнал что-то новое, делитесь друг с другом. Мы перейдем с вами ко второму вопросу. Самый приятный момент нашего вебинара, я думаю, это поздравление победителей республиканского конкурса «Методическая разработка библиотекаря». Да, мы с вами продолжаем набирать материал, делиться друг с другом своими наработками.
И сейчас к юбилейной дате Победы у нас был такой конкурс, в котором приняли участие 19 конкурсантов из 11 муниципальных образований. Конкурс был направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания учащихся, а также на выявление и рассмотрение профессионального мастерства библиотекарей. Что интересно, участвовать можно было во всех номинациях сразу, и этим воспользовались всего 3 участницы. Кто-то в 2 номинациях прислал, в 2 номинации работу, кто-то в 3. Итак, очень хочется отметить работы победителей. Усть-Уса, это Манзаде Ольга Александровна, поздравляем. Поздравляем Шучалину Галину Анатольевну из Бухтыма. Поздравляем Мамонову Нину Ивановну из города Инты. Это наши победители и призеры не менее интересной работы представили на конкурс. Эксперты отметили в первую очередь разработки занятий и сценариев, где речь идет о героях, поэтах той местности, где проживают сами конкурсанты. В одной из работ рассказывается о героях и дивизии, имена которых носят улицы и площади города Сыктывкара. А вот тема участия животных в тяжелое время тоже была отмечена в работах конкурсантов. И, как оказалось, не только олени были помощниками, но и собаки-разведчики, собаки-санитары. Что было удивительно, светлячки. Да, очень интересная работа, которая заняла у нас тоже место. Значит, что хочу отметить. Все работы конкурсантов будут выставлены на сайте института и на портале «Открытое образование Республики Коми». Позже я покажу, где все это можно будет найти. Поздравляем всех победителей и призеров этого конкурса. Спасибо вам большое за участие. Работы достойные, интересные. А также поздравляем и благодарим всех участников. Посмотрите, какая у нас большая география. Работы присланы из Летки, из Сосногорска, из Усть-Кулома, из Пожига. Работы очень интересные. Еще раз скажу, что все работы участниц будут выставлены на сайте института и на портале «Открытое образование». Те, кто участвует в конкурсах, это уже стало заметно по другим конкурсам для библиотекарей, по их участию в различных семинарах. Библиохакатон осенью проводился. Кому интересно, тот участвует везде. Спасибо всем большое. Благодарю, давайте так скажу, наставников, тех, кто делится своими наработками, и благодарна тем, кто пробует это делать. В любом случае вы обмениваетесь информацией, помогаете друг другу, это очень важно. Спасибо большое всем. Что хочу сказать по поводу проведения конкурса в целом. Совет экспертов говорят следующее. Для участия в конкурсе, в любом, давайте даже не только этот, любые другие конкурсы, у нас еще много впереди их будет. Пожелание такое: внимательно читать положение о конкурсе и все приложения к нему. Что здесь хочется сказать? Приложения читают не все. В этом конкурсе конкретно неправильно оформлены были папки. В приложении
написано собрать весь материал в папку и загрузить на сайт. Сжимать конкурсные материалы никто не говорил. Это дополнительные действия для экспертов. Поэтому не надо делать ничего более того, о чем написано. Оригинал вложить и прислать, значит оригинал вложить и прислать. Это по первому пункту. Дальше. Внимательно знакомьтесь с условиями проведения и критериями оценивания конкурса. Что здесь можно сказать? Здесь работы пришли очень интересные. На примере вот этого конкурса. Блокадный Ленинград. Изумительная работа. Но это маленькая часть большого мероприятия. То есть у нас блокада Ленинграда, есть отдельный день снятия блокады Ленинграда. В этот день можно рассказывать об этом, применить этот материал. Но мы говорим сейчас о Великой Победе, о 9 мая. Поэтому это частичка только большого такого мероприятия. Поэтому и оценки были экспертов немножко ниже по сравнению с другими работами. Работа в самом деле замечательная. То есть, смотрите, свою работу надо оценить с учетом тех критериев, которые прописаны в положении. И что еще? Самое важное, звоните организаторам и уточняйте моменты, которые для вас непонятны. Это важно. Если вы хотите, чтобы вас услышали, увидели, и чтобы вам ваша работа тоже понравилась, спрашивайте, уточняйте, пишите на электронный адрес, звоните по телефонам, которые вам пишут, спрашивайте. На самом деле это важно как для нас, для организаторов этих конкурсов, также и для тех, кто это делает, для вас. Ничего такого особенного не произошло, когда позвонили 3 человека и спросили, и сделали уточнение. У нас возникли идеи, тут же их воплотили, работы замечательные получились, чуть-чуть доработаны. Поэтому для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы могли взять любое занятие или сценарий, доработать его для себя и провести в своей школе это занятие или это мероприятие. Ну вот, собственно, да, совет экспертов, это самые основные, которые хотелось бы вам сказать. Ну и сегодня у нас уже почти подведены итоги конкурса буктрейлеров. Большое спасибо всем, кто принял участие. 11 работ. Хорошие, интересные, они тоже будут выставлены на сайте нашего института в открытом доступе. Вы сможете их скачать и пользоваться у себя в школе. Честно скажу, опять эксперты высказали свое мнение, что начальная школа и среднее звено постарались на славу. Это правда, что есть, то есть, честно. Сегодня-завтра будут результаты объявлены, и на сайте нашего института вы сможете узнать, кто же у нас выиграл. Работы достойные, интересные. Жалко, конечно, что не так много работ, но что делать, да? Кто успел, тот принял участие. Ну и коль разговор пошел за конкурсы, напомню вам, что у нас сейчас еще один конкурс, тоже посвящен Великой Победе. Это как раз для удаленки. Да, я вижу вопрос по буктрейлерам. Будут результаты отправляться участникам, которые заявились, да, на электронную почту к ним придут наградные материалы, да. SmartMob
Изначально это был флешмоб, потому что предполагалось, что будут читать произведения всем классам. Но так как мы с вами работаем сейчас на удаленке, переделали и сделали смарт-моб. Ничего особенного, но тоже интересно. Это пропаганда семейного чтения. Детям надо дома прочитать отрывок произведения, записать его на видео, собрать весь текст с ребятами и записать одно большое видео, в котором будет звучать отрывок произведения, либо стихотворение в целом. Таким образом, когда будем смотреть видео, смарт-моб, как мы сейчас его называем современным языком, у нас будет очень большое количество участников. Попробуйте сделать и вы такой смарт-моб, предложите своим друзьям, знакомым. Почитайте, пожалуйста, положение. Оно у нас выставлено на сайте. И, значит, конкурсы для обучающихся. Там вся информация, положение. Там же есть инструкция для того, чтобы выложить на YouTube. Вот. Не переживайте по поводу YouTube. В общем доступе ваше видео не будет, если вы в одном месте поставите галочку. Галочку для того, чтобы смотреть могли только те, у кого есть ссылка. То есть, если вы нам отправляете ссылку, мы как эксперты будем смотреть, и, уверяю вас, никому больше мы не дадим эту ссылку, вот, только с вашего разрешения, никуда дальше не уйдет. Поэтому, если вы эту галочку поставите, то никто в интернете больше ваше видео не увидит. Если вы сделаете доступ всем и поставите галочку в другом окошке, то, пожалуйста, вас увидят все. Конкурс очень интересный как раз в тех условиях, в которых мы с вами находимся. Вот, это по конкурсам. Если что-то непонятно, еще раз говорю, не стесняйтесь, пишите, звоните, узнавайте, уточняйте. И самое главное, участвуйте. Это очень интересно и увлекательно. Итак, я вам показываю, где сейчас у нас будут находиться все материалы. Когда вы откроете сайт института, то в разделе «Сопровождение системы образования» вы найдете вкладку «Региональный информационно-библиотечный центр». У вас выйдет в правом нижнем углу, сейчас вы видите заставку этой страницы «Региональный информационно-библиотечный центр». Слева это будут новости. И есть вкладка «Деятельность». Так вот, во вкладке «Деятельность» вы найдете 5 замечательных папок, в которых будет разложен материал. Итак, есть «По читающей маме», конкурсы для библиотек, конкурсы для библиотекарей. Это 2 разных конкурса. И у нас есть методическое сопровождение, то есть наша методическая копилка. Вот именно в этой папке, в этой вкладке будут находиться ваши методические разработки материалов к 9 мая. Те, которые сейчас участвовали в конкурсе. Они пройдут еще одну небольшую доделку. Значит, работы победителей, призеров будут выставлены сразу. Что интересно, прислали, как и полагалось, сразу всю информацию, и презентация, и сама разработка, и даже музыкальные файлы. То есть вы берете готовое занятие, либо готовое мероприятие. Это здорово, это просто замечательная находка для вас будет сейчас. Мы продолжим собирать в эту методическую папочку материалы других каких-то всевозможных мероприятий, занятий. Темы мы потом сами обозначим.
Посмотрим, как это будем делать, но здесь именно будет находиться наша методическая копилка. Вот, это то, что я хотела вам сказать по результатам наших конкурсов и где можно найти эти материалы. Да, буктрейлеры тоже будут находиться здесь, в методическом сопровождении. Буктрейлеры, которые у нас тоже участвовали в этом конкурсе. Сюда же мы смарт-мобы положим, чтобы был общий доступ, чтобы вы смогли их смотреть, показывать, ими пользоваться. Это был второй вопрос, который мы с вами закрываем. Ну, еще раз поздравляем, от души поздравляем победителей и призеров конкурса. Замечательные работы. Пользуйтесь ими, используйте в своей работе. Спасибо всем участникам. Работы на самом деле достойны были все призов. Ну вот эксперты выделили из них лучшие. Итак, третий вопрос, которым мы закончим нашу с вами встречу, это мониторинг сотрудников библиотек Республики Коми. В этом моменте хочу что сказать. Мониторинг от библиотеки Ушинского нужно запомнить сейчас. Что это значит? Надо зайти на Федеральный информационно-методический, на портал Федерального информационно-методического центра. Вы сейчас видите в правой стороне картинку. И нажать на само название, заполнить форму для обновления контакта сотрудников школьных библиотек и образовательных организаций Российской Федерации. Для чего они это просят сделать? Для того, чтобы организовать обновление контактов всех сотрудников школьных библиотек. Сделайте это, пожалуйста, и там чуть ниже есть строчка «Осуществить подписку». Вам лично на вашу личную почту будет приходить информация от этого Федерального методического центра. Если вы такое пожелаете, можете заполнить и там строчки. Кто не хочет заходить на сайт, пожалуйста, здесь в презентации будет рабочая ссылка. На экране она выделена, слово «ссылка» синим цветом. Вы можете зайти сюда и точно так же заполнить Google форму, которую приготовил для вас Федеральный центр. Наш мониторинг сотрудников библиотек Республики Коми мы будем проводить в мае месяце. Это расширенный мониторинг. Ждите, пожалуйста, информационное письмо. И вам надо будет точно так же зайти в Google форму и ответить на несколько вопросов. Итак, 3 вопроса, которые мы сегодня с вами поднимали в самом начале, я озвучила, рассказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всем вам большое спасибо за внимание, что вы нашли время зайти посмотреть, послушать. Буду очень рада, если вы возьмете много интересного с этого вебинара, займетесь самообразованием, у кого есть время. И если информация для вас была полезна, я очень рада. Спасибо вам большое, что вы слушали. До новых встреч. Следите за информацией на сайте. Всего вам хорошего и доброго. Все вопросы можно писать на сайте нашего института, задавать, ответить постараемся сразу же. Спасибо большое. Всем всего хорошего, доброго. До свидания.